кто-то из вас хороший. Вот один пример приведи, просто мне интересно, понимаешь, в моей жизни тоже дохуя такого было. Айхами хотел президента. Если один пример, то была подруга. Точнее, она жива, все нормально. Мы очень довольно близко давно общались. Год, два, три точно. И просто в какой-то момент я такой начал замечать, что она не пишет, отвечает очень редко. Вот это все. Я такой думаю, если ты мне не отвечаешь нормально на это и со мной разговариваешь, я то же самое буду делать. В итоге вот мы не общаемся абсолютно. Хорошо, я тебя понял. А друзья, пацаны, почему их мало? Почему они съебались? Слушай, их у меня было мало. То есть, получается, у тебя подруг было больше, чем друзей пацанов, так? Нет, было в равном количестве, так скажем. А ты заметил, ты вообще заметил, что когда ты со мной общаешься, я тебя загоняю там на такие, там, я не знаю, возможно, умный вопрос, что ты я просто несколько раз, попадал на твой эфир. Каждый раз, когда я захожу, либо ты хуяришь кого-то, либо тебя хуярят там в комментариях, либо ты сидишь с кем-то там пиздишь и друг на друга гоните. Ты заметил, что мы с тобой всегда адекватно общаемся? Ну смотри, я же нормальный человек, от меня общаюсь довольно хорошо. Ты нормальный человек. С моей точки зрения, именно поэтому я с тобой общаюсь. А те, кто что про тебя говорят, мне на самом деле похуй, потому что у меня есть свое мнение о тебе. И когда я задал вопрос, помнишь, когда последний раз, когда мы с тобой общались, я тебе задал один конкретный вопрос. Я сказал, ты такой-то, такой-то? Ты сказал, нет. Я тебе поверил, потому что, а что тебе не верить-то? Ну, я помню, да. Знаешь, я считаю, что я же вижу, когда со мной кто-то общается, кто-то стебется, кто-то пытается стебаться, очень заметно сразу, понимаете? Я начинаю тем же самым добивать, и в итоге не знаю, на личности сильно не перехожу, но все же вот общение такое себе получается, поэтому я в последнее время я столько народу уже не добавляю, сколько раньше добавлял, там, знаешь, типа, давайте я вас добавлю, и нет, не добавляю, потому что кто-то... У тебя закрытый профиль? Нет, открытый. У тебя из подписчиков больше пацанов или девочек? Сейчас, секундочку. Ассаламу алейкум, бачо, бахшиш макам тарфикам дигачударав, гавзадыстан, салам алейкум всем. Рад вас всех видеть, если мои подписчики тоже заглянули. Спасибо. Только давайте вот без вот этого вот всякого говна. Давайте просто будем общаться и все. И чё? Слушай, ты рэп читаешь? Я только узнаю, что ли? А ты что, должен был знать, что ли? Так, я тебе сейчас задам один конкретный вопрос, на который ты мне должен ответить честно, без каких-либо моментов. Прямо ответить? Или постараться ответить? Нет, прямо ответить. Вот без раздумий, честно, абсолютно честно. Ну, конечно, то, что честно или нет, никто не проверит, естественно, да? Но вот просто на твоей совести будет. Давай. Ты вообще в курсе ситуации с Исмаилом, с его стороны вообще? Вот честно. Еще раз, насчет чего, Исмаил, что? Насчет того, что, Задай вопрос. Там более подробно задай. Короче, смотри, ситуация была, что когда я на YouTube зашел, где-то был видос, типа, мастер Исмаил, видеообращение Саша Москва. Я посмотрел, в общем-то. Потом я что-то написал все в Инстаграм, после чего он, видимо, обиделся. И там один чувак ко мне подходил, в общем-то, типа, ты давай удаляй, потому что там он обиделся, проси прощения, там публично все вот такое в этом роде. Ты вообще... Прям подходил или писал в Инстаграме? Подходил. Это твой знакомый, получается? Не мой. Просто на улице встретились и все, да? Исмаил знакомый. И чё?
Ничего, ты просто в курсе вообще чего-нибудь на это? Я у тебя на страничке видел, как ты там какой-то пост про него поставил, там типа рэпер, не рэпер, я просто прочел, но я так и не стал, короче, вот это говно я не стал, короче, там проверять. Хорошо, следующий вопрос. Кто, по-твоему, лучший рэпер в Таджикистане? Мне похуй. Ты лучший рэпер, хорошо. Я просто других не знаю. Но я и тебя не слушал, ну давай, будешь ты. Сука. Научился шутить, однако. А кто самый красивый парень в Таджикистане? Ну тут, конечно, понятно. Вы его видите, то есть меня, не его. Он самый лучший вариант. Если ты задаешь мне этот вопрос и при этом не дожидаясь моего ответа сам на этот вопрос отвечаешь, ну пускай будет все по-твоему. Ты красивый парень в Таджикистане, окей. Спасибо большое. Хоть кто-то это не знал. Сука. И чё? Есть еще вопросы? Нет, давай теперь ты мне задаешь вопрос. Нет, давай просто будем общаться без никаких там вопросов там и так далее. Ну, я когда задали вопросы, ты, сука, по-любому мне не ответишь, потому что у меня все вопросы не такие детские, у меня хайповый вопрос, знаешь, и ты каждый раз будешь там загоняться, будешь пока думать там это. Я же не все вот эти люди, к которым ты можешь там быстро отвечать, там, типа, ты слишком умный, там, умнее, чем и они, только хуй может классить и все. А я загоню тебя, понимаешь? Я понимаю, что я конкретный ответ не получу от тебя. Так что... Ну ты задай хотя бы, попробуй. Почему ты любишь раздражать людей? Вот скажи честно. Я просто четко понимаю, что ты, сука, специально иногда вот делаешь, чтобы люди все равно, вот, знаешь, тыкали. Чик-чик-чик-чик-чик. Вот. Ну, знаешь, смотри, хорошо. Вот последний твой видос. Она до сих пор стоит у тебя? Ты на зеркало что-то делаешь, ты в трусах, блядь, вообще без штанов. В шортах. Ну, как в шортах? У тебя, блин, полностью вот так до ягодиц, блин, там. Это шорты. Шорты это до колена бывает, или ниже колена, это шорты. Понимаешь? Хорошо. И по-твоему трусы. Ну, там трусов не видно вообще. И чё? Вот этот видос нахуя ты снял вообще? Вот честно скажи. Ну, я думаю, ты без ответа этого знаешь прекрасно. Сам понимаешь, нахуя. Смотри. Вот ты же все равно же себя считаешь пацаном, да же? Ты же пацан же, у тебя есть хуй, допустим, да? И ты при этом понимаешь, что все таджики, которые тебя лично знают, ну вот по интернету, которые тебя знают и которые интересуются такой личностью, как ты, да, ты четко знаешь, что они тебя за пидора, короче, считают, да? То есть ты вместо того, чтобы более-менее там, сейчас я вспомню, договорю, вместо того, чтобы урегулировать свое положение в обществе, да, ты наоборот вот этой хуйней страдаешь. Вот почему вот последний видео, хорошо, вот эти Шабнам, не Шабнам, Зулаев, ты поешь хорошо, это я назову, короче, знаешь чем? Скажем, актерским мастерством, к примеру, я вот так вот назову. А вот это вот, ну так ты там, блин, просто попой трясешь, ну это... Я, конечно, мне на самом деле похуй, мне все равно, естественно, это твоя жизнь, да, там, но все равно я сейчас тебе просто со стороны просто говорю, просто скажи, почему ты снял. Опять же, вот так, чтобы взбесить людей. Слушай, я тебе отвечу, прям правда отвечу. Тут не было ничего из серии «Взбесить людей». Я, по-моему, проснулся, у меня в ленте в Инстаграме вот этот Satisfaction, по-моему, ульяновских летчиков был в топе. Я думаю, почему бы нет? У меня есть хорошее тело, хорошая внешность, хорошая, опять же, извиняюсь. Сука, там твоей внешности вообще не видно, там твоего лица даже не видно.
Хорошо, снял, все. Ты вот проснулся, скажем, ты был голым, просто рубашку одел и снял, да? Ты не мог просто штаны одеть там, допустим. Слушай, ну смысл было штаны надевать, где... Ну, это правда шорты, ты можешь мне не верить. Это реально шорты, там трусы были под ними, извини. На самом деле, если ты говоришь шорт, я тебе поверю. Просто, возможно, я нормально, хорошо не увидел. Но все же говорю. Или формат данного видео был такой, чтобы вот шортами надо было снимать. Ну там вообще в трусах надо было снять по формату. Вообще без трусов нельзя было снять? Слушай, без трусов бы заблокировали меня точно. Прикрыл бы квадратиками. Кстати, очень хорошая идея. Попробуй. У меня очень классная подруга, она на радио Ватане в Таджикистане 4 года работала. Вот, ведущая была. Вот, она вела такие там Music, War, Smart, здесь вот это в Таджикистане. Подожди.